Это вполне достаточно. Якутский дачник Андрей Дедаев второй год садит картофель в первых числах мая и уже в конце июня собирает ранний урожай. На его дачном участке, находящемся по Покровскому тракту в Якутске, мы побывали еще в апреле. Тогда он рассказал, как устроена грядка, на которой можно получить ранний урожай. Сегодня мы увидим, как он садит картофель на грядку. Сегодня 5 мая, мы находимся на даче у Дедаева Андрея Евсеевича. Мы были у него весной, у него вот выросла картошка, отростки на картошке, корни, которые ускорят процесс роста. Сегодня мы их посадим, картошку, покроем землей и приедем уже смотреть выросшую картошку в конце июня числа после 25-го. Так-то мы обычно садим 1 мая, но так как у нас по лунному календарю было, поэтому благоприятный день был на 5 мая. За счет проращивания корней убыстряется рост картофеля на 15 дней. Это для нас, для крайнего севера, это очень хороший метод посадки. Тут земля уже удобренная, 70 сантиметров, как в огороде, уже садить не надо. Просто берем и садим. Земля удобренная. И вот практически вот так просто сверху чуть-чуть прикрыли. Вот так вот. И все. Вся посадка. Потому что здесь мы окучивать мы не окучиваем в грядке. Просто мульчируем травой. Закрываем травой, после того, как они взойдут, закрываем травой, и тогда уже как тяпочкой в огороде, как обычно, не надо обрабатывать землю. 30 сантиметров, и получается нормально, потому что окучивать-то не надо тяпкой. Садим голландский картофель красный. И мне вот этот картофель понравился, и я с тех пор уже его и сажу. Семенной картофель он положил во влажные опилки еще 26 апреля. Почти за неделю у клубней проросли корни и появились зеленые побеги. Я вот наверху сажу картофель, на теплице. Сделать можно грядку и наверху. Урожай получается маленько даже выше, так как земля здесь более-менее лучше удобрена, чем в огороде. Ничем не подкармливаю. Просто-напросто. Полив редко уже. Не такой полив требуется, потому что мы вместо полива, вот чтобы влага не испарялась, закрываю травой, это мульчирование. А грядка для раннего картофеля должна быть на 50 сантиметров выше земли. У него она расположена на старых автомобильных покрышках. Поставить 2-3 баллона, на них устанавливаются бревна, и устанавливается грядка, разрыв получается 40-50 сантиметров. Это вполне достаточно, чтобы воздух, теплый воздух, вот здесь в винте этот, как бы получается проходимость. Если плотно поставите, то воздух не проходит, и холод от земли, если 20 сантиметров сделаете, то холод от земли идет, чувствуется, и грядка стоит дольше. Под грядкой запревшее сено, а грунт вперемешку из перегноя, песка, опилок и обычной огородной почвы. Когда земля не пересыхает, не переувлажняется, стрессов не получается, и урожай поэтому высокий получается. Нюргуяна Стручкова, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.